Уважаемый представитель средств массовой информации, только что завершились переговоры делегации Туркменистана и Кыргызской республики. И прежде всего я хотел бы, конечно, выразить искреннюю признательность президенту Кыргызстана, уважаемому Сооронбаю Шариповичу Жээнбекову, за то, что он принял наше приглашение посетить Туркменистан государственным визитом. Мы, конечно, рассматриваем нынешний визит президента Кыргызской республики как, конечно, этапное событие в жизни двух народов и стран. И наша встреча с Сооронбаем Шариповичем, а также и в формате делегации двух стран, они состоялись в атмосфере как дружбы и конструктивизма, в основном носили такой хороший, доверительный и, я бы сказал, деловой характер. Мы очень подробно обсудили состояние наших двусторонних отношений, то есть обменялись мнением по ряду актуальных вопросов, касающихся региональной и международной политики. И практически по всем затронутым вопросам со стороны президента Кыргызстана, то есть, я хотел сказать, были проявлено как понимание и поддержка, и стремление, конечно, к дальнейшему укреплению сотрудничества с Туркменистаном, а также и уважение нашего нейтрального внешнеполитического курса страны. И я, конечно, очень высоко оцениваю такую позицию главы кыргызского государства. И, в свою очередь, также и подтверждаю намерение и готовность Туркменистана к дальнейшему всестороннему развитию как братства и дружбы, и взаимовыгодного партнерства с Кыргызстаном. Мы констатировали схожесть и близость наших подходов двух государств и ключевым вопросом международной политики. То есть Туркменистан и Кыргызстан сегодня очень твердо выступают за укрепление глобальной и региональной стабильности, то есть упрочение мира. Это и вопросы безопасности и уважения норм международного права на основе устава Организации Объединенных Наций. Была и достигнута договоренность о дальнейшем наращивании взаимодействия в рамках этой организации, а также и в международных структурах, участниками которых являются как Туркменистан и Кыргызская республика. То есть наши страны, наверное, и далее продолжат, доказавшую свою эффективность и соответствие обоюдным интересам, практику взаимной поддержки в Организации Объединенных Наций. Туркменистан и Кыргызстан привержены, конечно, бескомпромиссной борьбе с вопросами как международным терроризмом, экстремизмом, и незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью. Теперь, отмечая вопросы, которые касаются ситуации в Афганистане, то есть это безальтернативность как мирного и политического урегулирования ситуации, конечно, имеет для нас очень большое значение. И мы договорились оказывать всемирную поддержку именно международному сообществу в деле
экономического восстановления этого государства. То есть в данном контексте как Туркменистан и Кыргызстан выступают за полноценное участие Афганистана в осуществлении крупных региональных и международных проектов. То есть, в частности, это в таких сферах, как энергетика, это транспорт, вопросы связи и коммуникации. Важным местом в ходе переговоров было отведено вопросом укрепления нашего регионального взаимодействия. То есть одной из важнейших тем переговоров, конечно, стало сотрудничество в решении водно-энергетических проблем в Центральной Азии. Мы договорились всемерно, конечно, содействовать достижению нашего именно регионального консенсуса по этому вопросу и на основе именно вопросов равноправия, взаимного уважения и, самое главное, учета интересов и скорейшему выходу, конечно, на конкретные договоренности. И обсуждая нашу тему, которая касается торгово-экономического партнерства, то есть между двумя странами, то мы отметили необходимость именно максимального использования имеющего нашего обоюдного потенциала. То есть именно и, наверное, выхода на новые, это кооперационные связи, как, ну, их много, в основном это в промышленности, сельском хозяйстве, перерабатывающей области, строительстве и по ряду много и других таких направлений, которые сегодня для нас востребованы. Туркменистан и Кыргызстан всегда готовы и инициативно содействовать реализации, наверное, наших международных проектов. Это как в сфере энергетики и транспорта. Также наши государства будут активно именно способствовать, исходя из этого, и вопросам, касающимся транспортных наших магистралей. Это по как линии Восток-Запад и с выходом на рынки европейских стран, Ближнего и Среднего Востока. Достигнута договоренность и поощрение поддержки наших как культурно-гуманитарных, образовательных, научных и спортивных контактов между нашими странами. Ну, конечно, я очень глубоко удовлетворен результатами состоявшихся наших сегодняшних переговоров. И по их итогам был подписан очень двусторонний, солидный пакет документов, который именно направлен на развитие отношений между нашими странами. Я бы сказал, и уважаемый господин президент тоже отметил, на долгосрочную перспективу. И, уважаемые средства массовой информации, я в заключение хотел бы еще раз выразить искреннюю признательность президенту Кыргызской Республики за принятие нашего приглашения посетить Туркменистан, за очень хорошие, проведенные, конструктивные и плодотворные переговоры. И, пользуясь случаем, конечно, передаю пожелания мира, благополучия, процветания братскому народу Кыргызстана. Благодарю за внимание. Спасибо. Уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, прежде всего от имени кыргызской делегации
хочу выразить сердечную признательность уважаемому президенту Гурбангулы Меликулевичу и всему туркменскому народу за теплый прием и гостеприимство, которое оказали нам. Мы это ощущали с первых минут пребывания в Ашхабаде, на туркменской земле, и создали прекрасные условия для совместной нашей работы. Как вы знаете, это мой первый визит в Туркменистан, и сегодня мы обсудили состояние, перспективы двусторонних отношений и определили направление нашего дальнейшего сотрудничества. Сегодня мы подписали декларацию о стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Туркменистаном, и это является историческим событием в двусторонних отношениях и откроет новую страницу истории дружбы и сотрудничества Кыргызстана и Туркменистана. В ходе встречи, как отметил уважаемый президент Гурбангулы Меликулевич, обе стороны высоко оценили нынешний уровень двустороннего сотрудничества. Мы также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Хотел бы отметить конструктивный и содержательный характер переговоров, прошедших в традиционной атмосфере взаимного доверия и открытости между двумя странами. Сегодняшние переговоры подтвердили наш общий настрой укреплять кыргызско-туркменские связи и развивать их во всех областях. Мы намерены поднять еще выше уровень нашего сотрудничества по всем направлениям политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах. В ходе переговоров особое внимание было уделено нашему партнерству в торгово-экономической сфере и необходимости увеличения взаимного товарооборота. В этом вопросе важная роль отводится межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. И мы очень рады, что она после двухлетнего перерыва продолжила свою работу в июле месяце в городе Ашхабад, и впервые состоялась совместная торгово-инвестиционная сессия. Приоритетным направлением нашего сотрудничества является транспортная сфера, расширение возможностей использования транспорта, транзитного потенциала, взаимный обмен сельскохозяйственной и промышленной продукцией, а также взаимодействие на уровне регионов двух стран. В ходе переговоров была достигнута общая договоренность о дальнейшем развитии и поощрении культурных, гуманитарных, образовательных и спортивных связей между двумя странами. Мы высоко оцениваем итоги сегодняшних встреч. Как результат был подписан большой пакет важных двусторонних документов. Уважаемые представители средств массовой информации, наши страны и народы связаны общностью истории, культуры и духовных ценностей. Хотел бы отметить, что Туркменистан наш важный и надежный партнер. В 2017 году мы отметили 25-летие установления наших дипломатических отношений. Наши связи с Туркменистаном развиваются динамично по восходящей линии на основе принципа взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. И это отвечает долгосрочным интересам двух стран и народов. Особо бы хотел отметить личную заслугу президента Туркменистана в укреплении двусторонних связей и постоянное внимание, уделяемое им вопросам сотрудничества с Кыргызской Республикой. Пользуясь случаем, хочу сообщить, что по приглашению уважаемого Гурбангулы Меликулевича я принял решение участвовать в завтрашнем саммите МФСА в качестве почетного гостя. Уважаемый Гурбангулы Меликулевич, позвольте выразить вам глубокую признательность за ваш вклад в развитие братских связей между Кыргызской Республикой и Туркменистаном. Пользуясь случаем, еще раз хотел вас пригласить посетить ответным визитом Кыргызстан в любое удобное для вас время. И в заключение еще раз приветствую братский народ Туркменистана и от имени всего народа Кыргызстана желаю братскому народу Туркменистана мира, благополучия и процветания. Спасибо за внимание.
Украина.